В эфире новости, в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого выпуска. Строительство Ленского моста перешло к самому сложному этапу. Работы ведутся непосредственно в русле реки Лена. Якутия стала пилотным регионом по созданию центров активного долголетия. Его цель – продлить жизнь якутянам, используя при этом медицинские знания из разных профилей. В Якутске стартовало главное педагогическое событие лета – традиционное августовское совещание работников образования. Расскажем о внедрении искусственного интеллекта в процесс обучения. Аромат августа и звон колоколов. Сегодня православные верующие отмечают один из самых любимых летних праздников – Яблочный Спас или Преображение Господне. В Ленске на озере Долгое прошли первые соревнования по саббордингу. Он собрал более 30 участников, которые состязались в нескольких испытаниях. Узнаем, каких. Строительство Ленского моста перешло к самому сложному этапу. Работы уже ведутся непосредственно в русле Лены. Сейчас продолжается установка кофердамов для пилонов вантового моста. По двум из них работы уже ведутся, по третьему начнутся в следующем году. Параллельно идет устройство опоры и строительство эстакады, которая соединит федеральную дорогу Лена с мостом. Глава республики Айсан Николаев отметил, что регулярно докладывает о ходе строительства президенту России Владимиру Путину. Долги МУП «Теплоэнергосервис» перед генерирующими и транспортными компаниями не дают Алданскому району основательно запастись твердым топливом на грядущую зиму. В ситуации разбирался Руслан Павлов. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергосервис» довольно молодое, но от его работы зависит жизнедеятельность всего района. Тепла, которое несет генерирующая компания людям, может быть недостаточно этой зимой. Коммунальщики не в силах расплатиться за уголь прошлого сезона и сделать запасы на новый. Значит, в настоящее время потребность по углю составляет 6 тысяч тонн, точнее 5800. Это общерайонная. В настоящее время сегодня мы подписали контракт с Аршановским разрезом Республикой Хакасия. Это тот дальний привозной уголь, на котором мы прошли предыдущий год. С учетом тех договоренностей, которые мы достигли, вам они известны, да? Сейчас мы ждем поддержки со стороны республики в части доведения тех средств, в рамках которых мы приобретем первую необходимую часть топлива, которая позволит нам пройти сентябрь в полном объеме. Долги за твердое топливо не единственная красная статья в бюджете МУП «Теплоэнергосервис». Большие претензии к ТЭСу за оказанные услуги у энергетиков и транспортных компаний. В таких жестких условиях у ТЭСа нет возможности на маневры. Рассматривая баланс надвигающегося отопительного сезона, можно с уверенностью сказать, чем он ближе, тем больше опасений за его прохождение. Значит, у нас сейчас долг превышает тех лимитов, которые до нас доведены. Но я надеюсь и знаю об этом, что правительство не оставит Алданский район без денег. Мы готовы будем подписать дополнительное соглашение с нашим агентством субсидий, Министерством ЖКХ на оставшуюся сумму с февраля по декабрь 2026 года. Пока это соглашение не подписано. Примечательно то, что, находясь в долговой яме, район внутренними резервами провел ремонтную программу на объектах тепловодоснабжения. И они готовы к работе. Не приступали пока к теплотрассам, но этот процесс запланирован на начало сентября. В настоящее время ждем поставки формоткани, утеплителя, стрейч-пленки. Поэтому по итогам того, как материалы нам поступят, мы планируем приступить в начале сентября к проведению работ по утеплению всех заявок, большей части заявок. Мы в этом году для нашего МУП ТЭСа утвердили ремонтную программу в размере 120 миллионов рублей. Благополучно ее уже выполнили. То бишь мы планировали заменить несколько котлов наших котельных на территории Алданского района. Мы поменяли 2 котла в Большом Немныре, поменяли котел в поселке Илмах, поменяли котлы и по городу Алдану, и в городе Тамоти. По котлам у нас сейчас выполнение достаточно серьезное, до 90%. То бишь мы готовы к отопительному сезону по основному оборудованию. Влияют на ситуацию и лимиты на топливо. Передвижения коммунальщиков ограничены, а время поджимает. Ведь зима близко, а вопросов пока больше, чем ответов. Руслан Павлов, Алдан.
Осенние выборы пройдут под строгим контролем наблюдателей Общественной палаты. В их число входят представители молодежного поколения и граждане старшего возраста, а также работающие граждане. Среди тех, кто будет следить за порядком, учителя, врачи, инженеры, общественники и другие. Общественные наблюдатели отмечают, что важным в их работе является осознанность и беспристрастность. Их главная задача – сделать процесс голосования максимально простым и прозрачным. Для меня, прежде всего, быть общественным наблюдателем – это новый опыт, новые знания. И для меня вообще интересно наблюдать за самим процессом голосования. И для меня, конечно же, в первую очередь важно, чтобы эти выборы проходили максимально прозрачно и честно, скажем так. В первую очередь мы будем следить за процессом голосования, за голосующими. Ну, вообще, в целом, я так думаю, что будем следить за всем процессом полностью. Якутия стала пилотным регионом по созданию центров активного долголетия. Его цель – продлить жизнь якутянам, используя при этом медицинские знания из разных профилей. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Залог долголетия – активный и здоровый образ жизни. Именно этой теме посвящена первая межрегиональная конференция с участием ведущих экспертов. Национальный центр медицины выступил площадкой для обмена опытом. Именно здесь ученые и врачи рассказали, как продлить жизнь без вреда для здоровья. Мы будем обсуждать новый проект «Код долголетия», который у нас начинается в стенах нашего Национального центра медицины. В рамках этого проекта будут объединены несколько дисциплин, начиная от генетики, потому что каждая болезнь, она прошита в нашем геноме, каждое заболевание, и мы должны заранее выявлять, заранее предупреждать. Сегодня мы должны большую работу провести именно в профилактике, в предупреждении этих заболеваний. И здесь, конечно, должны объединиться все институты, потому что под кодом долголетия это не только касается здравоохранения, здесь и система культуры, здесь и образование. Вопросы, затронутые специалистами, животрепещущие. Эксперты обсудили, как же продлить жизнь тем людям, которые были вынуждены перенести операцию на сердце или же на сосудах. Как им восстановиться и при этом не допустить повторения картины. У нас есть стратегический указ главы республики 176 по укреплению общественного здоровья и развитию здравоохранения. И, конечно, там очень много направлений, которые связаны как раз с профилактической направленностью и со здоровым образом жизни. Но и очень много работы межведомственной. Это, конечно, очень уникальная работа. Это когда мы вместе не только здравоохранение, но и образование, спорт, собственно, вместе работы культура, вместе работаем для того, чтобы сделать так, чтобы была очень хорошая, грамотная профилактическая среда и, в конце концов, чтобы люди были здоровы. С этого года в России стартовал проект «Медицина здорового долголетия». Он-то и предполагает до 1 января создание специализированных центров по всей стране. Для чего же они нужны? Каждый гражданин здоровый с 18 лет может измерить свой биологический возраст и в случае его превышения на 5 лет от паспортного предриски будущих хронических заболеваний и получить персональные рекомендации по здоровью и даже возвращаться в этот центр с периодичностью раз в год или при необходимости чаще для того, чтобы не заболеть какими-то хроническими заболеваниями в будущем. Правильное питание, сохранение когнитивных функций, проверка здоровья с молоду, активный спорт. Это слагаемое к продолжительной жизни. Ученые уверены, что предупреждающий подход к своему здоровью – залог долголетия. Вероника Таюрская, Нюркун Старостин, Якутск. Родители школьников могут взять выходной 1 сентября, использовав день ежегодного оплачиваемого отпуска, отгул за сверхурочную работу или оформив неоплачиваемый отпуск. Для этого необходимо заранее указать желаемую дату при составлении графика отпусков или обратиться к работодателю с заявлением об изменении уже утвержденного графика. Помимо этого, родители могут взять 1 сентября отпуск без сохранения зарплаты или заменить повышенную оплату за сверхурочную работу дополнительным днем отдыха. Условия оплаты определяются одновременно с решением о предоставлении выходного и закрепляются в приказе.
В Якутске дан старт главному педагогическому событию лета – традиционному августовскому совещанию работников образования республики. Наибольший интерес участников вызвала дискуссионная площадка, посвященная внедрению искусственного интеллекта в образование. О том, кто и каким образом будет изучать новый профиль, расскажет Диана Антонова. В этом году по указу главы республики Айсена Николаева в Якутии утвердили стратегию развития искусственного интеллекта до 2032 года. Одним из ключевых направлений стало образование. Сегодня обучение работе с нейросетями поэтапно вводится в программы средних специальных и высших учебных заведений. Институт математики и информатики Северо-Восточного федерального университета уже готовит студентов именно по машинному обучению, по внедрению искусственного интеллекта. Ряд колледжей уже внедрили компетенции, связанные с искусственным интеллектом. Процесс, по идее, уже довольно ритмично, но сама отрасль, она относительно молодая. Этой отрасли не более 30 лет только в нашей стране. Мы немножко должны ускорить этот процесс. Так, в ближайшем будущем искусственному интеллекту планируют обучать не только специалистов сферы информационных технологий, но и медицины, промышленного производства, строительства, творчества и медиа. Вот в нашем Великом педагогическом колледже есть тоже техническое направление, где мы тоже готовим кадры по информационным технологиям. И у нас во всех направлениях подготовки, включая педагогические направления, включая, и технические направления, у нас есть образовательный модуль. Такие, образовательные дисциплины должны быть в каждом образовательном учреждении. Пройти курсы по нейросетям также можно и в рамках дополнительного профессионального образования. Современным цифровым навыкам обучают специалистов самых разных отраслей. У нас есть курс повышения квалификации, есть профессиональные переподготовки. Мы уже туда внедрили применение искусственного интеллекта. Если в 2024 году, когда проводили, вообще начинали этим заниматься, среди аудитории поднимала единицы руки, кто знал вообще, как пользоваться сервисами искусственного интеллекта, то сейчас уже примерно уже процентов 50-40 от всей аудитории уже понимают, как работать. Кроме того, с 1 сентября искусственный интеллект будут изучать в школах по всей стране. Новый курс будет доступен старшеклассникам, которые изучают информатику на углубленном уровне и участвуют в различных олимпиадах. В дальнейшем предмет может стать одним из основных, и все больше людей сможет осваивать современные технологии со школьной скамьи. Диана Антонова, Виктор Дьячковский, Якутск. В Якутии будут приняты новые меры поддержки педагогов. На круглом столе совещания обсудили указ, изданный президентом страны, о дополнительных мерах поддержки педагогических работников. Учителя и преподаватели со всей республики рассмотрели постановления для коррекции существующих и введения новых программ. Подробности в сюжете Тимура Калмогорова. Новый указ, принятый в июле этого года, состоит из нескольких основных пунктов. Одним из первых стало создание необходимых условий для профессионального становления и развития педагогов на протяжении всего периода работы. Кроме того, к молодым учителям будут закреплять наставников, которые будут помогать им в течение года с начала работы. Есть поправка, в котором написано, что по указу президента прикрепляется к учителю именно своей собственной школы. А я предлагаю внести предложение о прикреплении к другому опытному методисту-учителю из другой школы. Было бы очень хорошо, если бы школы обменивались своими учителями как минимум раз в год, чтобы начинающим учителям и опытным учителям обменивались своими собственным видением, своими методиками, своими работами. Нововведением стало присвоение особого статуса «Ветеран труда России» для учителей, имеющих общий стаж работы в преподавательской деятельности не менее 25 лет. Уже те меры, которые есть у нас, они работают, но это, наверное, больше усиление наших педагогов. Мне понравилось о том, что, прописано в пункт «после работы 25 лет педагогической деятельности работнику педагогу, присваивается звание ветеран труда». То есть вот это, я считаю, очень замечательный момент, потому что, еще раз повторюсь, когда уезжают люди за пределы республики или остаются здесь, естественно, им нужна поддержка. Также на круглом столе обсудили реализацию уже существующих программ, такие как «Земский учитель» и «Учитель Арктики», по которым получили поддержку более 100 и 200 педагогов. Согласно указу мы видим, что некоторые меры относительно поддержки педагогов и учителей, они уже реализуются на территории республики. Но вместе с тем мы открыто смотрим на сегодняшние реалии и проблемы, которые существуют, в том числе и дефицит кадров. Какие еще могут быть меры поддержки для того, чтобы повысить все-таки престиж профессии учителя, и оно
если детально рассматривать, будет охватывать обсуждение вообще все спектры, в том числе и уровень заработной платы, уровень нагрузки на учителей и в целом распределение территориальной нашей большой республики. Всего в Якутии насчитывается более 17 тысяч действующих воспитателей, учителей и преподавателей. Итогами круглого стола станут резолюции, которые расширят для них меры поддержки. Это станет хорошим подспорьем как для начинающих, так и действующих педагогов. Тимур Калмогоров, Артумен Наговицын, Якутск. В День государственного флага России Дом дружбы народов имени Кулаковского проведет межнациональную акцию «Триколор дружбы». Мероприятие направлено на сбор средств и гуманитарную помощь жителям Верхоянского района, пострадавшим от наводнения, а также участникам специальной военной операции. Акция состоится 22 августа с 3 часов дня на площадке «Арт-Атриум». Аромат августа и звон колоколов. Сегодня православные верующие отмечают один из самых любимых летних праздников – Яблочный Спас или Преображение Господне. Как прошла главная августовская служба в столице республики, расскажет Надежда Саханская. Утро в Якутске началось не с привычной городской суеты, а с мерного колокольного звона. Главные торжества развернулись в стенах Преображенского собора. В руках у прихожан корзины, пакеты и плетеные лукошки, доверху набитые спелыми яблоками. Преображение Господне или по-другому Яблочный Спас напоминает каждому из нас, что человеческая душа должна и способна преображаться, становиться светлее, добрее и милосерднее. Второе название у этого праздника Яблочный Спас, оно более народное название, но оно вот отражает всю полноту нашей жизни, и умозрительную, богословскую, и прикладную, вот человеческую, но без которой невозможно. Через молитву все мы будем становиться лучше, преображаться. После окончания литургии верующие прошли крестным ходом вокруг храма. Кульминацией праздника стал чин освящения плодов. По преданию говорят, что, даже не по преданию, а сейчас каждый год в 4 утра по московскому времени, по иерусалимскому, опускается облако, покрывает людей, которые паломники зашли на гору Фавор, и покрывает всех этих паломников. То есть вот Господь, Он до сих пор с нами, Он нас просвещает, нас преображает. Вот сегодня батюшка очень хорошо сказал, что мы должны каждый день преображаться вместе с Господом Богом. Вера – это значит духовность, семья, благополучие. Это день, когда Господь преобразился, показал свое божественное лицо, и в то же время мы, простые смертные, почувствовали вот эту божественную его сущность. И, конечно же, сегодня с удовольствием, с радостью глубокой мы также осветим наши дары и принесем домой. До второго Спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом вкушали. Иногда, доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно обязательно исполнится. Ну а если вспомнить народную сторону праздника, то и о погодных приметах не забывали. Согласно народным приметам, с 19 августа природа начинает поворачивать на осень. Но вот как раз-таки этот день для жителей Якутска стал не предвестником холодов, а теплым семейным торжеством. Праздничные службы завершены, впереди застолье, ароматная выпечка, ну и яблоки, куда же без них. Не забудем и про добрые дела, поскольку не принято отказывать в помощи ближнему своему. Надежда Саханская, Нюргун Старостин, Якутск. Нерингринский район присоединился к всероссийской акции «Вода России». На водохранилище Нерингринской ГРЭС в поселке Серебряный Бор представители власти, учреждений и организаций района очистили береговую линию. Итог слаженных усилий – десятки мешков собранного мусора. Кроме того, акция прошла и на других береговых линиях района. Подробности далее. В рамках всероссийской акции «Вода России» проекта «Берег добрых дел» работники культуры и искусства Нерингринского района вышли на очистку береговой линии реки Чульман. Здесь с нами сегодня представители архива муниципального, детской хоровой школы «Соловушка», детской школы искусств города Нерингри, собственно говоря, само управление культуры и искусства Нерингринского района и культурно-этнографического центра. Нам очень приятно, что сегодня нам способствует в наших начинаниях добрых по
погода, река спала, она вот была очень высокой, а сегодня нам дала возможность поприсутствовать и принять участие в этой акции, и сделать доброе дело и внести свою лепту в экологию Нерингринского района. Совместными усилиями участники акции привели в порядок прибрежную территорию, подчеркнув девиз мероприятия «Единство, забота, результат». Единство проявилось в слаженной работе разных коллективов, забота в бережном отношении к каждому метру берега, а результат не только в очищенной территории, но и в укреплении экологической культуры местного населения. Что хочу отметить, в Нерингре очень чистый берег, а это говорит о том, что наши жители молодцы, берегут нашу природу. И посмотрите, мы уже ходим около получаса, и всего лишь вот такой маленький пакетик собрали мусора. Так что мы только за такие добрые дела, чтобы наша природа была всегда чистая, красивая, и мы берегли нашу тайгу. Масштаб инициативы охватил и другие населенные пункты района. В поселке Чульман и селе Йенгра к акции присоединились местное отделение детской школы искусств. Педагоги и сотрудники личным примером показали подрастающему поколению, как важно беречь природу. Ведь сила общества в единстве, а красота родной земли в совместных усилиях. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. Ну а в Ленске на озере Долгое прошли первые соревнования по саббордингу. Он собрал более 30 участников, тех, кому важна не только победа, а участие и эмоции. Саббордисты состязались в нескольких испытаниях. Им нужно было преодолеть дистанции на время, показать несколько трюков на сабборде, не упав в воду. Особой сложностью стало последнее задание. Спортсменам необходимо было обогнуть буи по определенной траектории, да еще и в паре. Для победителей организаторы подготовили подарки, кубки и медали. Ну а в завершении был проведен субботник у озера, где было собрано более 100 килограмм мусора. У нас было несколько номинаций и, конечно же, места общего зачета: первое, второе, третье место. Король и королева гребли, кто быстрее проплыл дистанцию. Также номинация «Эко-лидер», кто больше соберет мусора. На озере Долгом собрали 111 килограмм мусора. Также была номинация «Саб-трюк». Показывали трюки, элементы йоги или гимнастики на сапе. Некоторые команды делали сальто. Было очень интересно посмотреть. 72 статуэтки из мамонтовой кости передали в дар Национальному художественному музею. Наследие известного мастера-костореза Георгия Родионова стало частью достояния республики. Все подробности в следующем сюжете. Объемная пластика, рельефы, чароны, кубки, шахматы, ножи и эпизоды, рассказывающие быт народов Якутии. Работы заслуженного художника России, народного художника Якутии Георгия Родионова отличаются большим разнообразием. Он не дробил кость, он не делал ее такой ажурной, а вот объемами, цельной. Вот такое видение у него было цельное. Если взять кусок белого мамонта, он сразу видел, где что будет. Просто отсекал, как Микеланджело, ненужное. Художник, педагог и исследователь. Георгий Николаевич владел не только искусством резьбы, он рисовал, был скульптором и ювелиром. Особое значение для сохранения памяти о художнике сегодня имеет его семья. Внучка Георгия Родионова, Юлия Куличкина, решила продолжить дело талантливого дедушки. Я поступила на кафедру монументальной скульптуры Штиглица, так что в целом можно сказать, что все взаимосвязано. С детства я просто рисовала и лепила. И всегда была увлечена именно этим. И в целом, можно сказать, что это был мой единственный интерес. Но я никогда не воспринимала это как что-то прям серьезное. После того, как дедушка умер, как-то пришло осознание, что, возможно, этот интерес лучше развить и дать этому ход. Дочь художника отметила, что отец хотел изменить взгляд людей к резьбе по мамонтовой кости. Бивень мамонта, он в основном стараются его как сувенир использовать, и там продают в магазинах фигурки. А мой папа хотел, чтобы это воспринималось как искусство, высокое искусство. Коллекция из 72 статуэток и 2 картины переданы музею в очень хорошем состоянии. Георгий Николаевич уделял большое внимание условиям хранения каждого предмета. Художник всю свою жизнь посвятил искусству. И, конечно, искусство должно жить для
якутян. Не так часто семья приходит вот к такому решению, потому что мы сами понимаем, что произведения искусства, они особую ценность имеют, тем более, если речь идет о бивне мамонта. Творчество мастера стало значимой частью современного косторезного искусства, а передача коллекции – важным вкладом в сохранение наследия. Переданные произведения стали частью достояния республики, которое отныне стало доступным для изучения. Марферина Алексеева, Станислав Потапов, Якутск. Это были все новости, ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.